Добрый праздничный вечер, Татарстан. Для вас продолжает работать наша выездная телестудия. Вы можете наблюдать за нашими спинами, как развивается праздник, как к нему присоединяется все больше и больше людей, потому что мы находимся в самом центре города, на балконе пирамиды. Сегодня республика отмечает свой день рождения. В этом году праздник двойной, мы отмечаем и столетие ТАССР. И весь этот день для вас работает целых 3 больших передвижных телестанции ТНВ, а также десятки съемочных групп, которые находятся в самом центре главных событий этого дня. Ну и, конечно же, мы, ведущие, моя коллега Даяна Саитова. И мой коллега Алексей Калиничев. Это новости Татарстана. И мы начинаем. И давайте начнем с поздравления нашего президента. Цитата. «Этот день объединяет всех татарстанцев, которым дороги ценности патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям. На протяжении всех лет основной стратегической целью развития республики неизменно были и остаются интересы людей, повышение качества жизни», подчеркивает президент. Рустам Минниханов отметил, накопленный потенциал дал мощный импульс современному успешному развитию республики, и сейчас она опорный регион страны. Президент республики пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Наши многие известные земляки, хоть и живут сейчас за пределами Татарстана, тепло и радостно встречают этот праздник вместе с нами. И шлют нам всем горячий привет. Давайте их вместе сейчас с вами послушаем. Я горжусь своей республикой. Пусть наша республика и в дальнейшем растет, цветет. Пусть рождаются здоровые, красивые, талантливые дети. На сегодня, наверное, Татарстан и, конечно, Казань сделали столько, что по развитию, наверное, номер 1 среди всех республик. Не говоря уже о спорте, потому что все виды спорта развиваются в Татарстане. Спектр большой и везде большие успехи. Это уже достояние народа и здоровья нации. Я желаю всем как можно реже обращаться к больницам, к врачам, к фельдшерам, сохранять здоровье, оптимизм, типичный для жителей Татарстана, трудиться. Сейчас, когда я наблюдаю, какие изменения происходят, меня хватает чувства радости и гордости. Я когда разговариваю в Москве с моими друзьями, то все они с большим восхищением отзываются о нашем городе, о нашей республике. Я поздравляю наш народ, народ Татарстана, трудолюбивый народ. Бейкер-стрит, 221B, пожалуй, самый известный адрес во всей Британии. Кстати, вы знаете, что говорят, английские ученые доказали, что Шерлок Холмс тоже был татарином. Имейте в виду. Здравствуйте, дорогие земляки, приветствую вас из Лондона, не солнечного, надеюсь, у вас погода другая. И поздравляю всех нас с Днем Республики. Поздравления продолжают поступать, и нашу республику с юбилеем поздравил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Татарстан и Казахстан, отмечает он, соединяет тысячи незримых нитей, тесные связи, родственный язык, единая вера. В Казахстане помнят и чтят многовековые узы братства и успешно сотрудничают с Татарстаном сегодня. Основой прогресса нашей республики, по мнению президента Казахстана, остаются любовь народа к родной земле и верность своим традициям. Жители республики поздравил и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он отмечает, что Татарстан обладает уникальным культурно-историческим наследием. Подарил миру ряд известных личностей. Народы Казахстана и Татарстана очень близки по культуре, языку и обычаям. А многочисленная татарская диаспора, проживающая в нашей стране, является живым мостом дружбы и взаимопонимания, говорится в поздравительной телеграмме. Даяна, я сейчас предлагаю оглянуться немножко в прошлое, благо у нас есть такая возможность. И у нас сегодня, и это не случайно, несколько юбилейных дат совпали. Во-первых, это 1015-летие Казани, во-вторых, это столетие ТАССР, и в-третьих, это 30-летие со дня принятия суверенитета. А сейчас предлагаю вспомнить вместе историю Татарстана, которая началась в 1990 году. Как творилась история, буквально по минутам восстановил Дмитрий Аринин. 30 августа 90 года на сессию Верховного Совета ТАССР депутаты приходили 4 дня подряд. Начиная с 27 числа рассматривали всего 12 вопросов повестки. Дело в том, что в этом новом составе парламент собрался всего второй раз. Причем депутаты впервые избрали на альтернативной основе, а потому вначале предстояло решить много оргвопросов. К обсуждению вопроса о государственном суверенитете депутаты, а их в зале было 242, приступили только 29 августа. Первым слово взял Минтимир Шаймиев. Вы взяли на себя ту ответственность, никому которого еще не приходилось
испытать в истории нашей республики. Минтимир Шаймиев напомнил собравшимся, ТАССР является одной из крупных и развитых автономных республик, не уступающей ряду союзных республик. Для участия в прениях по поводу декларации записались 58 депутатов. После выступлений появилось 5 проектов документа. Если будем принимать уже декларацию, этот текст должен быть поддержан как можно большинством, а желательно единогласно. Поэтому нужно было согласовать. Поэтому мы спорили долго. Все дни решений депутатов ждали жители республики. В городах люди подходили и подолгу стояли у громкоговорителей. В деревнях, примкнув к теле- и радиотрансляции, доярки забывали доить коров. В Казани на площади Свободы буквально ночевали. Благо в те дни стояла теплая погода. Вот здесь народу было очень много. Здесь стоять невозможно было. Здесь яблоку некуда было упасть. Вот. И русские, и чуваши, и крашены. Но все они были за суверенитет. Одобрительные телеграммы приходили со всего Советского Союза. За 4 дня более 600 сообщений. 30 августа создали согласительную комиссию. После всех обсуждений итоговый проект декларации появился только тогда, когда на часах уже было почти 9 часов вечера. Перед решающим голосованием текст декларации решено было озвучить на всю республику. За трансляцией следили по радио и телевидению. Текст декларации состоял из 6 пунктов. Провозглашался государственный суверенитет Татарии. Она становилась Советской Социалистической Республикой, Республикой Татарстан. В качестве государственных языков русский и татарский. В 22 часа 40 минут документ был принят и встречен аплодисментами и криками «Ура!». Когда спрашивают, что дала, значит, декларация о государственном суверенитете и вообще эти годы перестроить, я не говорю о тех крупных проектах, которые удалось республике решать. Это рост национального самосознания, вообще самосознание наших людей. Из стен Верховного Совета ликование раскинулось на улице, а над площадью Свободы заиграл марш Салиха Сайдашева. Так и началась новейшая история Татарстана, о которой 30 лет спустя скажут. Благодаря вескому слову первого президента Республики Татарстан мы сейчас имеем то, что мы имеем великую Россию. И когда президент Татарстана сказал, что первый президент Татарстана сказал, что Россия и Татарстан едино неделимы, благодаря этому все остальные республики сплотились для продолжения поступательного движения нашей великой страны вперед. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Кульминацией праздника стало вручение престижной национальной премии имени Габдуллы Тукая. Так совпало, что ее вручали в обновленной национальной библиотеке. Национальная библиотека Республики Татарстан. Она успела переехать перед праздниками в НКЦ Казани. Теперь это уже не просто здание НКЦ, а это и не просто библиотека, а это действительно культурный центр. Изменения уже оценили и вице-премьер страны Марат Хуснуллин, и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, и госсоветник нашей республики Минтимир Шаймиев, ну и, конечно же, наш корреспондент Зарина Ахметова. Итак, в поле нас встречает светокинетическая инсталляция, которая рассказывает об истории татарской письменности. Здесь буквы из 5 алфавитов татарского языка, которые постоянно меняют положение. Как по волшебству, в один момент они выкладывают слово «белем» – «знание», то, ради чего и работает нацбиблиотека. Теперь уже в новом здании и новом формате. Самостоятельно обеспечен возврат книг. Есть станция круглосуточного возврата книг. На первом этаже современная читальная зона, пространство для детей и подростков. Есть своя студия звукозаписи и даже театральный зал. На втором этаже классика. В целом сюда уже привезли 80 тонн книг. Здесь представлена небольшая часть Золотого фонда Национальной библиотеки Республики Татарстан, коллекция уникальных, прижизненных и посмертных изданий классика татарской литературы поэта Габдуллы Тукая. Внешний вид здания остался прежним, но вот вокруг появился вот такой вот стеклянный пристрой с панорамными окнами. Поэтому теперь сюда читатель будет приходить не только ради умной книжки, но и ради прекрасного вида. Масштабные изменения, которые претерпела Казань и Республика, Марат Хуснуллин сегодня назвал чудом. Это высочайший объект культуры, образования мирового уровня. Тем более мне довелось бывать в этом объекте. Я помню, мы раньше собирались сюда, на совещание нас раз в год собирали. Всегда было как-то темно, неуютно. А сейчас зашел, так светло, так красиво. Әлбәттә, республикада күп үзгәрешләр. Иң зуры менә безнең байлык кешеләребез. Иң мөһиме безнең өчен үзебезнең телебез, мәдәниятебез.
Я думаю, что эта библиотека будет предметом зависти очень и очень многих. На долгие годы вы задали очередную планку. В обновленном культурном центре сразу знаковое событие. Здесь вручают премию имени Габдуллы Тукая. В этом году 4 лауреата. Это писатели Лерон Хамидуллин, Денис Осокин, творческий коллектив оперы Сюембике и певец Идрис Газиев. Премия Тукая – это прежде всего это ответственно. Я буду работать и дальше, буду служить татарской музыке, татарской сцене, изучению татарской музыки. Для меня это большая честь. И я думаю, что для всех, кто сегодня получил эту награду, она была очень долгожданной. А уже сегодня библиотека открыла двери читателям. Работники уверены, теперь она станет точкой притяжения для всех. Зарина Ахметова, Игорь Романов, Алмаз Зидинов, ТНВ, Казань. Сегодня по всей республике, Даяна, десятки открытий. Лично меня порадовало, что в Юдино открылся после капремонта замечательный молодежный центр. А фонтан? Ты видел, какой шикарный фонтан появился? И фонтан, и ДК железнодорожников. Все это, безусловно, подарок нашим жителям ко Дню Республики. И сейчас Салават Мухаммадуллин нам подробно обо всем расскажет. У молодежного центра «Юлдаш» сегодня ажиотаж. У юных юдинцев теперь есть свой скалодром, ниндзя-трасса, тир и даже коворкинг-центр. Открывают это пространство вице-премьер Марат Хуснуллин и Рустам Миниханов. Температура В начале 90-х здесь была пекарня, затем здание пустовало. В итоге больше 1500 квадратных метров становится молодежным центром. Мало да велика. Новая жизнь сегодня и у фонтана у ДК железнодорожников. Чтобы фонтан забил высоко и надолго, чеканят и бросают монеты. Это сделаем для того, чтобы запустить наш новый фонтан. И это все на фоне обновленного ДК железнодорожников, культурного центра притяжения всех жителей Юдина. Юдино – это крупный промышленный центр. Это железнодорожная столица нашей республики. Поэтому мы, понимая, что здесь живут люди труда... Концертный зал на 500 мест, который, кстати, может использоваться и как кинотеатр. Плюс помещение для школы балета, киностудии, студии раннего развития. Дворец стал, по сути, многофункциональным. Те решения, которые были приняты здесь, на этой площади, 2 года назад, они воплощаются в жизнь. Во Дворце культуры есть даже свой музей железнодорожников. Сегодня в одном из купе президенты и гости выпили чай. В Юдино обновляются и дворы по республиканской программе «Наш двор». Мы и мечтать не могли, что столько изменений придут в наш поселок, и уровень жизни ничем не отличается от столицы. Очень все нравится, и там нравится, и здесь нравится, и вообще Юдино у нас стало, как говорится, супер стало. Это вообще супер. За последние годы очень много сделано, конечно, поселку Юдино. Так меняется и поселок, и философия жизни в нем. Салават Мухаммадуллин, Ринат Сафин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Этот день войдет в историю и для корабелов республики. Сегодня они отправили в большое плавание первое в стране судно на природном газе. Новую «Чайку» осмотрел Рустам Миниханов. Он побывал в рубке капитана и кают-компании. Это совершенно новый для нашей страны проект. То есть сегодняшний день судов подобного типа в речном флоте России не было. Суда проект «Чайка» станут незаменимым элементом экосистемы туризма любого города на реке. Прямой связи. И сегодня же в республике заработали сразу 3 новые газозаправочные станции в Набережных Челнах, Зеленодольском и Пестричинском районах. Новые станции смогут обеспечить топливом транспорт, проходящий по федеральной автотрассе М7. А до конца года газозаправочные станции также откроются в Нурлате и Заинске. Всего же по всему Татарстану их уже 22. Как идет «Чайка» на газу и какие замечательные виды открываются и с Волги, и с Казанки. На борту замечательного, удивительного судна побывал Салават Мухаммадуллин, и я уверен, ему есть чем нас удивить. Еще пару недель назад об эту «Чайку» разбивали бутылку шампанского и судно опускали на воду. И вот меньше чем через месяц этот теплоход, а точнее газоход, готов и начинает бороздить просторы Волги и Камы. Сейчас узнаем, каково это – ходить на газе по большой воде. Мы на
борту первого в России газового теплохода. Длина почти 59 метров, ширина больше 10. Это огромное судно движется благодаря сгоранию природного газа. Так на наших глазах в День Республики творится история. Фактически, значит, вот судно было заложено в феврале этого года. И за такой короткий срок построить это фактически полуреально, сказали. Нам все говорили, что невозможно. Но вот вы сами видите. В итоге «Чайка» поплыла, да еще как. Дальность хода при одной заправке не меньше 400 километров. Скорость такая же, как и на теплоходе на дизельном топливе. Вот смотрите, в рубке капитана ажиотаж. На газе здесь никто еще не ходил. Интересно, что основной пульт управления дублирует вот такая мини-установка. Это сделано специально, чтобы капитану было удобнее подходить к берегу для высадки и посадки пассажиров. Так совпало. Сегодня за рубкой никто иной, как сам Роман Лизалин. Капитан знаменитой «Арабеллы». По ощущениям есть только то, что оно тише работает. Вибрации меньше, звук тише. Ну, вот это только в этом случае, наверное. Такая разница только на корме. В задней части, вот вы их сейчас видите, два газовых топливных бака. Заливается это жидкий газ во время, занимает это порядка 1,5 часов. Значимость момента подчеркивает тот факт, что с нами на борту главный судостроитель республики Ренат Мистахов. Он сопровождает нас от начала маршрута и до конца. Мы можем сегодня строить пассажирские суда, суда обеспечения, грузовые какие суда, работающие на жирном газе. То есть, во-первых, сами можем проектировать, сами можем его энергетику создавать. И сами можем это все комплектовать. Первый экземпляр вошел в историю под названием «Судно столетия ТАССР». И ходить на нем будут татарстанцы и гости республики. Например, на прогулочных маршрутах Казань-Свияжск, Казань-Болгар. Салават Мухаммадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Татарстан. Но я предлагаю переместиться сейчас на другой конец города. На Казанском ипподроме сейчас самый разгар скачек. В этом году здесь впервые пройдут скачки на приз и в честь столетия ТАССР, и в честь нового звания Казани города трудовой доблести. И там сейчас в эти минуты находится наш корреспондент Вероника Гайнутдинова. Вероника, какая атмосфера сейчас праздника царит там, где вы находитесь? Коллеги, добрый день. Всех с праздником. День Республики мы действительно проводим здесь, на Казанском ипподроме. Я бы сказала, у нас здесь такая волнительно переживательная, праздничная атмосфера. С самого утра, что называется, летают чистокровные жеребцы. Наездники переживают, а вот зрители, наоборот, наслаждаются и, конечно, делают ставки. На старт выходят и арабские скакуны, и лошади английской породы, и, конечно, что немаловажно, нашей татарской породы. Предлагаю послушать жокеев и узнать, с каким настроем они выходят на старт и за кого болеют зрители. С каким настроем может выйти спортсмен выигрывать, конечно. Настрой всегда, хоть у меня лошадь там котируется, не котируется, сажусь всегда и надеюсь на победу. Ставки, конечно же, делаем, это несомненно. То есть знакомые лошади, то есть как сравнивать с прошлыми годами результаты. Как я уже отметила, соревнования идут с самого утра, и, конечно, по традиции их не пропустил и Рустам Миниханов. Он приехал буквально час назад на мотоцикле вместе с байкерами. Конечно, после его приезда сразу прошли скачки на приз президента Республики Татарстан. Самыми ожидаемыми, кстати, новыми номинациями стали скачки на приз Казани, города трудовой доблести. И, конечно, скачки в честь столетия ТАССР. Но они пройдут чуть позже. Вообще соревнования будут идти до 7 вечера. Мы остаемся, конечно же, здесь, следить за развитием событий. Итоги вы можете узнать в вечерних выпусках новостей, поэтому оставайтесь с нами. Коллеги, Даяна, Алексей, вам слово. Спасибо, Вероника. Но нужно сказать, что сегодня люди гуляют не только на больших площадках, но и на маленьких, даже, можно сказать, в каждом дворе, тем более, что эти казанские дворы обновились и похорошели. И жители одного из таких дворов сегодня поздравили Марат Хуснуллин и Рустам Миниханов. Двор по проспекту Ямашева преобразился до неузнаваемости. Строился он еще при Советском Союзе, а сейчас превратился в пространство мировых стандартов. Мы вас поздравляем с Днем города, с Днем Республики, столетие ТАССР.
Ну и самое главное, мы поздравляем вас вот с этим прекрасным объектом «Двор». Все это результат президентской программы «Наш двор». Меньше чем за год у жителей этих домов появилась концертная зона, лекторий, спортивная и детская площадки. А как вы здесь? Здорово. Мне нравится здесь кататься. Сутками работали до утра, до вечера. И детям, интересно, вот эти цветные горки, это же все новшество. А этого еще нет и нигде в республике. На Ямашево теперь появился первый дворовый экстрим-парк. Любители экстрима чувствуют себя здесь по-настоящему дома. Слушайте, это очень круто, потому что раньше не было такого. Прикольно, вышел с подъезда, покатался там. Тоже, это круто. Экстрим-парк — это несколько трамплинов, которые построены прямо во дворе. И на них можно кататься на велосипеде или, например, самокате. Кататься и даже делать трюки, если они получаются. Это один из самых крупных столичных дворов. Объединяет сразу 4 дома. Долго была проблема с отводом воды и очень внимательная работа дорожников. Всю воду увели из двора, жителям комфортно. Ну а праздник двора, он нужен всегда. Радость казанцев разделят жители всей республики. В эти дни в рамках программы обновляются более 500 дворов Татарстана. До конца года изменится больше 1500 придомовых пространств. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Обо всех достижениях республики сегодня можно узнать и через проект «100% Татарстан». Он стартовал сегодня. Это масштабный онлайн-форум, который будет длиться 2 недели. Представители правительства республики, крупные бизнесмены и России, зарубежья, эксперты в области экономики и инвестиций будут презентовать иностранным инвесторам возможности развития нашей республики. Ну а праздник тем временем набирает обороты, и сейчас мы с вами буквально в центре всего происходящего. Да, Леш, я бы хотела перенестись на ту сторону Казанки, к центру семьи Казан. Здесь сейчас главная праздничная площадка города. Сюда уже потихоньку начинают стекаться гости, жители столицы. Все в ожидании праздничного концерта и, конечно же, кульминации праздника – салюта. И на площадке работает наша коллега Алия Хайрудинова. Алия, добрый вечер. Какое настроение у людей, которые там собрались? Добрый вечер, Казань. Добрый вечер, Татарстан. Мы действительно сейчас находимся в центре семьи Казан. Очень много людей. Все улыбаются, все радуются. И буквально через несколько минут на сцене начнется главное действо. И зажигать будут не только артисты татарской эстрады, но и российские звезды. Это Сергей Безруков, это Валерий Сюткин, это группа «Добро». А что касается наших, это Ильсия Бадрудинова, это Рифат Зарипов и многие-многие другие. Кстати, именно здесь презентует флаг столетия Татарстана. Напомним, он объехал все районы нашей республики, побывал во многих округах России. И сегодня его путешествие завершается. И главное событие произойдет ровно в 10 часов вечера. Над акваторией Казанки прогремит праздничный салют. Поэтому присоединяйтесь. Такое бывает только один раз в 100 лет. Коллеги, я передаю слово вам. Спасибо, Алия. Ну а мы продолжим. Леша, буквально за нами в центре Кремля идет очень интересный фестиваль Таткультфест. Да, мне кажется, мы даже слышим, как там звучит музыка сейчас, да? И, кроме того, там находится и наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Давайте посмотрим его репортаж. Настоящий рок. Через 30 метров уже инди-холл повернулся, и электронная музыка на татарские мотивы. Это Таткультфест. Его участником сегодня стал и Рустам Минниханов. Президент оценил продукцию местного маркетплейса, фудкорта и послушал современных татарстанских исполнителей. Все с национальным колоритом. Фишка фестиваля – он для всех возрастов. Например, для детей интерактива от Шаян ТВ. Вообще, самым маленьким гостям сегодня особое внимание. Красавица, она такая модная. Смотри туда. Зариночка, смотри. Спасибо большое. Это уже 3-й Таткультфест, и он становится традицией. Сегодня на фестивале сразу 3 сцены и 30 артистов. Чтобы не скучать возле сцен во время выступления артистов, здесь же мастер-класс по танцам. Сейчас я тоже попробую. Нет, похоже, это не мое. Лучше смотреть и слушать. В
общем, музыку или занятия по душе в праздничный день здесь может найти каждый. Здорово, здорово, очень понравилось, круто. Я первый раз в Казани, мне очень понравилось. Праздник замечательный, здесь выступает молодежь с рок-композициями, настроение отличное. По сути, в Казанском Кремле сегодня все новинки современной молодежной татарской культуры. И судя по танцам и количеству гостей, она всех очень даже привлекает. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В красках праздника ТССР и Останкинская телебашня в Москве. В цвета флага Татарстана и поздравления с юбилеем республики с 10 утра транслируются на 2 медиафасадах столицы России. Праздничное настроение общими усилиями телепортировали московские инженеры и дизайнеры нашего телеканала. Искренне поддерживаю то, что сегодня и в Москве отмечают столетие Республики Татарстан. Потому что эта республика заметна и на политической, и на географической карте нашей страны. Мы хотим знать, что мы вот братья, сестры, и мы одно целое, народ, один народ. А в Санкт-Петербурге в честь нашего столетия прогремел пушечный залп. Так, в северной столице поздравили татарстанцев с праздником. Почетный выстрел произвели житель блокадного Ленинграда Рахим Телешов, известный меценат Шамиль Алюшев и автор многих книг по истории татар города на Неве Альмира Тагирджанова. А также пушечный залп дал старт фестивалю, посвященному Дням татарской культуры в Санкт-Петербурге. Начинаю счет 1, 2, 3, 4, 5. Свой праздник сегодня и у татарстанских экстремалов. Под мостом Миллениума открылся масштабный, столь долгожданный экстрим-парк «Урам». Наталья Мезина увидела, в каком ритме зажигают на финале международного турнира по брейк-дансу. Вы только посмотрите, что вытворяют эти ребята. Фантастические движения хип-хопа, брейк-данса смешиваются. И все это крупнейший турнир среди танцоров со всего мира. Кстати, вчера они поставили рекорд Гиннесса к юбилею ТССР. И одновременно крутились 100 человек на голове. А сегодня здесь выбирают самого сильнейшего. Очень огромный опыт, потому что здесь огромное множество танцоров. И все представляют различные стили. Играет очень интересная музыка, и атмосфера берет свое. Как только входишь в эту атмосферу, то пропитываешься ее насквозь, потому что год был очень тяжелый из-за того, что карантин. Очень многие фестивали отменились, а Казань просто как глоток свежего воздуха. Жарко сегодня не только на танцполе, но и вообще во всем экстрим-парке «Урам». От крутых виражей просто захватывает дух, и мимо такого зрелища не смог пройти даже Рустам Минниханов. Президент Татарстана пообщался с профессиональными спортсменами. Мне уже ребята пишут, все, мы переезжаем, все, едем в Казань навсегда. Наверное, самым вот таким апогеем всего вот это является сама площадка, ее драйв, ее энергетика, то, что это крупнейший в Европе экстрим-парк, то качество, вот те направления, которые здесь представлены. Почувствовать себя баскетболистом или граффити-артистом может сегодня любой желающий. Парк работает до 10 вечера. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Ну а для поклонников прошлого, конечно же, Казанская набережная. Сегодня там, над рекой, звучат народные мелодии в современной обработке. В столице республики впервые проходит фестиваль этнической музыки «Таба». И там сейчас находится наш корреспондент Лилия Кашфарова. Лиля, добрый вечер. Откуда музыка играет? Добрый вечер, Даяна и Алексей. Мы находимся на Казанском пирсе. Отсюда играет музыка, и играет она очень громко, как и принято для молодежи. Этнические песни звучат на современный манер. Как национальное превращается в актуальное, нам рассказал главный режиссер фестиваля, а зрители поделились своим настроением. Конечно, хотелось бы, чтобы те национальности, которые у нас проживают, та культура и традиция жила. Чувствуется вся сила вот этих народов, прям вот искон веков, так сказать. Отнестись к своим корням, вспомнить, откуда мы, к какому роду принадлежим. Фестиваль направлен на сохранение традиционных ценностей и адаптацию. Можно посетить этномаркеты или поговорить о культуре. Мы будем следить за новостями, а пока передаю вам слово. Спасибо, Лилия.
Это последняя информация нашего выпуска. 18:30. Смотрите спецвыпуск на татарском языке. Ну а мы еще раз поздравляем всех с Днем Республики. Оставайтесь с нами, и нашу программу продолжит праздничный телемарафон.